Доброе утро, уважаемые участники Бишкекского международного финансового форума, уважаемый Куанышбек Кенешевич, дамы и господа. В работе форума принимает более 300 представителей коммерческих банков и финансового сектора из многих стран нашей планеты. Позвольте приветствовать вас от имени администрации президента и Кабинета министров. Выражаю искреннюю признательность за ваше участие в сегодняшнем форуме и постоянному взаимодействию в развитии наших государств путем внедрения новых технологий в банковскую и финансовую систему. Уважаемые дамы и господа, я хочу обратиться к представителям наших коммерческих банков. Вы видите самую объективную картину состояния экономики. Вы судите его не по новостным репортажам, не по отчетам правительства или сообщениям статистического комитета. Вы держите руку на пульсе экономики и лучше любого доктора сразу же можете сказать, каково состояние пациента. Поэтому мне здесь, я думаю, не надо приводить какие-либо цифры и рассказывать вам на примерах и фактах про наши успехи. Вы и так знаете, что экономика Кыргызстана вышла уже на траекторию устойчивого роста. Открываются не только новые предприятия, открываются целые новые отрасли и направления, растут обороты и растет внешняя торговля. Только на днях мы вместе в правительстве, я знаю, прежде всего в банковском секторе, обрадовались обновлению оценки со стороны рейтингового агентства Moody's, когда он изменил прогноз по кредитным рейтингам правительства Кыргызстана на стабильный с негативного. Теперь мы с вами должны взбираться вверх по лестнице от B3. Я надеюсь, что уже к концу года мы получим B2, но для этого нам надо всем интенсивно работать по повышению узнаваемости нашей страны и привлекательности рынка. У нас у всех прямая заинтересованность в этом, уважаемые коллеги. Поэтому вы меня простите, но я бы хотел поприветствовать наших уважаемых гостей, международных партнеров. И именно к ним я хочу обратиться с некоторой информацией о достижениях страны и наших ближайших планах. Очень кратко для сравнения 2019 до пандемийный период и 2023 год. Объем ВВП у нас вырос в 2 раза и достиг 1 триллиона 228 миллиардов в 2023 году. Темпы роста ВВП у нас за 3 года составили в среднем не меньше, чем 7%, в 2022 году было 9%, первый квартал этого года показывает 8,8% роста и минимальная инфляция. Капитализация банка выросла с 42 миллиардов до 104 миллиардов к концу прошлого года. А вот чистая прибыль выросла с 2,9 миллиардов до 24 миллиардов сумм. Кредитный портфель также увеличился почти в 2 раза, до 257 миллиардов сумм. Уважаемые дамы и господа, согласно данным Всемирного банка, мы вышли из категории стран с низким доходом. Наш номинальный объем ВВП на душу населения сегодня составляет больше $2000 США, а по паритетной способности около $6500 США. Понятно, что нам предстоит очень много работы. Наша страна богата и человеческим капиталом, и природными ресурсами. Мы находимся на пересечении больших транспортных и геологических узлов. У нас прекрасные климатические условия, богатая земля. Нам сейчас важно стать умной и достаточно дерзкой страной. Государство уже взяло на себя роль ведущей силы в экономике. Мы больше не только ночной сторож. Мы больше не будем скромничать и уповать на невидимую руку. Вы слышали, что сказал наш президент, уважаемый Садыр Нуржиевич Джапаров, на вчерашнем совещании по социальной мобилизации. Государство, и тут я должен сказать и про государственные банки тоже, будет играть роль мощного локомотива экономики, не только тонкого дирижера, но и первой скрипки в нашем оркестре. Но я сразу хочу сказать, что эта роль будет только на первых порах, на моменте взлета и выхода на соответствующую орбиту. Период госкапитализма будет ограничен по времени, а то я вижу, что есть обеспокоенность среди некоторых молодых коллег и комментаторов. Мы очень хотим, чтобы в стране был крупный и сильный бизнес-сектор, чтобы в нашу страну пришли длинные деньги и большие инвестиции во все другие сектора экономики. Поэтому мы приступили к активной подготовке
вывода наших ведущих корпораций на международные биржи. В процессе вывода на IPO будет играть большую роль также наша национальная кыргызская фондовая биржа. Мы очень заинтересованы в активизации финансового рынка страны. Мы можем говорить об этом подробно, поговорить об этом подробно как-нибудь в другой раз, но я очень хотел бы, чтобы и наш кыргызский капитал, так как и региональные игроки, и международные конгломеранты знали об этом. У нас есть план, и этот план расписан пока что до 2030 года. Как вы знаете, нам предстоит удвоение экономики в долларовом выражении. Но я смею надеяться, что мы вместе с вами преодолеем эту планку досрочно. К этому времени мы должны быть уверены, что у нас будут минимум 5-6 крупных национальных банковских групп, среди них, возможно, 2-3 особенно крупных, уже регионального масштаба, хорошо интегрированных в международный рынок. Но опять-таки это предмет разговора, наверное, через год-два. Мы просто хотим, чтобы вы знали, что мы очень рассчитываем на наш банковский сектор. Мы знаем, что для достижения тех темпов роста экономики, которые должны вывести нашу ракету вначале на низкую орбиту, 30 миллиардов долларов к 2030 году, а затем и в стратосферу в 200 миллиардов долларов к 2050 году. У нас должен быть высокоразвитый, гибкий, умный финансово-банковский сектор. Мы только приступаем к освоению рынка международного капитала. Я хочу сказать вам, что интерес уже есть. Но нам надо активно всем вместе поработать, активно пробивать себе дорогу. Это наши соседи могут себе позволить выбирать в силу объемов своего рынка. Мы должны быть активнее, целеустремленнее их в разы, уважаемые коллеги. Когда мы только сформировали кабинет министров, мне поступило приглашение на ежегодный экономический форум в Давосе. Я сразу же сказал, что мы пока не готовы туда лететь. И в прошлом году мы не были готовы. Не то, чтобы нам не с чем лететь. Пока еще, на мой взгляд, рано. Мы должны набрать рост, получить историю успеха и сделать так, чтобы, когда мы туда приедем, у нас уже там было много знакомых, друзей, и еще, чтобы уже было 2-3 крупных игрока, которые смогли бы представить свою историю успеха и заручиться за нас. Я очень хочу, чтобы, когда мы туда поедем, в нашей делегации были бы представители нашего частного сектора во главе с нашими банкирами. А пока что мы ведем наступление точечно. Вы знаете, что в прошлом году впервые большая правительственная делегация была в Лондоне. У нас было много встреч в Сити практически со всеми ведущими игроками. Мы уже 2 года подряд ездим на весенние сессии Всемирного банка. У нас множество хороших контактов складывается и в странах Персидского залива. Конечно же, у нас традиционно близкое отношение с российскими игроками. Вы сами видите, насколько интенсивно у нас развивается отношение с Китайской Народной Республикой. Мы уже отправляли в Гонконг делегацию из 2 членов Кабинета министров, заложили почву для моей поездки осенью. В июне в Вене будет первый опыт роуд-шоу нашего проекта «Хамбарата-1». Мы должны мобилизовать финансовые ресурсы в объеме не менее чем 5,5 миллиардов долларов. Я вам рассказываю это для того, чтобы вы понимали, что мы делаем для того, чтобы открыть страну для международного рынка. Прежде всего, сейчас самый актуальный вопрос – это расширение сети корреспондентских счетов для наших банков. Я не хочу вдаваться в детали, но вы видите, что в том числе и даже прежде всего, благодаря нашей работе, у вас будут расширяться эти связи. Это достаточно кропотливая работа, нельзя просто прийти, увидеть и победить. Вы сами, банкиры, знаете, насколько консервативны и осторожны международные банковские группы. Связи надо долговременно культивировать и развивать. Очень целенаправленно, но без назойливости, терпеливо. Зачастую у нас только один шанс произвести хорошее впечатление. Поэтому также не хочется выстрелить раньше времени. В то же время важно не упустить момент. Время для нас очень важно. Мы спешим поскорее построить страну и улучшить жизнь собственного народа. Уважаемые коллеги, я бы хотел буквально в режиме телеграфа поставить перед вами ряд вопросов, которые, с моей точки зрения, были бы важны для улучшения эффективности банковского сектора. Вы знаете, мы очень активно работаем над созданием центров обработки данных.
Национальный банк вместе с вами работает над его дальнейшим расширением. Мы уже говорили про QR-коды и прочие нововведения. Наверное, это правильный форум для того, чтобы сказать вам, что уже 2 года правительство не может добиться от наших банков сокращения банковской комиссии по переводам, в том числе и между банками. Эта проблема всегда была, и она нам на сегодня мешает. Сегодня мы работаем по переводу большинства платежей на безналичную основу. Вы не можете от нас ожидать в этом плане пассивной позиции. Я думаю, национальные банки, правительство, пора уже регулятивно вмешаться в этот вопрос. Второе. Пришло время для того, чтобы банки перестали каждый тратить большие ресурсы на установку своих банкоматов. Это отвлекает слишком много ресурсов и времени у вас. Мы предлагаем всем коммерческим банкам объединиться и создать единую структуру, финтех-компанию, которая на основе международного опыта даст тот результат, который ожидает наше правительство. Третье. Пару слов про кредиты. Вначале потребительские. Понятно, что мы заинтересованы в развитии охвата банковскими услугами, но нам важно не допустить излишней закредитованности наших граждан. Вы знаете, какой достаточно большой процент наших домохозяйств сейчас тратит основной доход на обслуживание своих долгов. И достаточно очень больших процентов. Мы предлагаем и готовы обсудить с вами меры по обучению наших граждан, особенно молодых людей, финансовой грамотности, а также и про кредитование бизнеса. Мы будем и дальше настаивать на ускорении темпов снижения учетной ставки. И думаю, уважаемый Куанышбек Кеңешевич и его команда в этом направлении будет достаточно осторожно двигаться, но в пользу нашей экономики. Мы все видим, что показатели инфляции сейчас нам позволяют быть достаточно уверенным в своей позиции. Решать, конечно, Национальному банку, но надо понимать, что мы все заинтересованы в росте экономической активности. Кроме того, что мы будем подстегивать снижение ставок теми инструментами, которые законодательно за нами закреплены, так и сразу же со всеми коммерческими банками, я думаю, Нацбанк тоже будет в этом деле расширять практику в этом вопросе. Мы готовы представлять государственные гарантии под проекты, которые будут иметь статус национальных. Первый консорциум банков по строительству малых ГЭС у нас же есть. Правительство, Кыргызско-Российский фонд, Евразийский банк развития и Куланакская ГЭС с мощностью до 100 мегаватт. Я думаю, вот это достаточно очень хороший пример. И привлечение инвестиций в 150 миллионов долларов на цементный завод «Теректаж». Тоже там Кыргызско-Российский фонд, поручительство Министерства финансов и Евразийский банк. Вот 2 проекта, я думаю, это станет примером и для наших других коммерческих банков и фондов развития, которых мы с вами создали. Банковский сектор сегодня продолжает расширять свое финансовое посредничество, и наряду с этим необходимо развивать его возможности для долгосрочного кредитования длинными деньгами. Увеличение доли безналичных расчетов, капитализация комбанков, участие в капитале предприятий и участие на региональных направлениях рынка. Перспективными направлениями развития цифровых платежей и технологий и увеличение доли безналичных платежей. В этом направлении я все-таки надеюсь, что уже 10-й форум идет, уважаемый председатель Ассоциации банков Анвар Абик об этом сказал. Пора уже появиться Каспий в Кыргызстане. Или открыть ворота для Каспия, или вам самим создать. Мы уже 3-й год ждем этого чуда. По открытости и прозрачности, в отчетности, и я думаю, это все способствует доверию в банковской сфере. Будет отдельный, наверное, разговор и про финансовые технологии, и про криптовалюты, и про современные тенденции. Здесь, я думаю, нам больше надо прислушиваться к вам, и мы с большой надеждой смотрим, что на форуме будут представлены новые механизмы реализации в нашей стране. Мы внедряем и для реализации концепции внедрения цифрового СОМа ведем определенную работу. Здесь тоже ведущая роль у Национального банка, но я думаю, Министерство финансов и Нацбанк в скором времени запустят и цифровой СОМ в нашей стране. Дорогие друзья, наше правительство под руководством президента будет и дальше работать над ростом благосостояния людей. Вы все, я думаю, должны, особенно наши
коммерческие банки, наши коллеги, команда ваша, услышать программное выступление президента на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации. Я еще раз хочу подчеркнуть, там прозвучал тезис о том, что мы боремся с бедностью, а не с богатыми. Мы хотим, чтобы количество богатых людей среднего класса в Кыргызстане резко увеличилось. Но мы также хотим, чтобы резко снизилось и количество людей, которые живут ниже прожиточного минимума. Уважаемые участники форума, сегодня на самом деле в Бишкеке проходят очень прогрессивные мероприятия в банковской сфере. После этого форума я буду участвовать на презентации инновационного приложения Берекет, разработанного Айлбанком. И хочу выразить надежду на то, что многие из высказанных на таких мероприятиях креативных идей и решений будут нашим правительством и Национальным банком Кыргызской Республики реализованы в кратчайшие сроки. Желаю всем здоровья и плодотворной работы. Барыңыздар, аман болыңыздар, қолыңыздардан келсе ертерек бай болыңыздар. Спасибо за внимание.